Дорогие друзья, я вам показываю экспозицию нашего брата Хасана Аздоева. Обратите внимание на этот его личный логотип. Это все вещи, которые он делает своими руками. Это эксклюзив, его личные бренды. Сейчас я вас с ним познакомлю. Хасан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. Если можно, на русском языке, хорошо? У нас разная аудитория. Хасан, давай вот с этого логотипа и начнем. Хорошо, добрый Прокомментируй, день. пожалуйста. Добрый день. Этот логотип, это собственный бренд. Я выложу собственный бренд. Этот щит изготовлен моими руками. Буквально абсолютно все, что тут есть, отлито эпоксидной смолой. Это гальваника, медирование. Корпус сам из дерева, из фанеры, залит эпоксидной смолой, Это ты добавлениями, делал сам все? красителями. Это моя работа. Рамка покрашена меловой краской. Это как бы визитная карточка моего бренда. Это твой телефон. Да. Правильно. Номер моего телефона, адрес Инстаграм, ОЗ это мой. Подпись получается. И да? мануфактуринг это маленькое производство кожевенное. В Ингушетии первая кожевенная мануфактура мою. Это мой собственный бренд. Для зрителей, чтобы было понятно, сейчас мы покажем некоторые изделия, которые здесь на выставке. Если кого-то что-то заинтересует, он может по этому телефону с тобой связаться? Это телефон WhatsApp или это мобильный? И WhatsApp, и мобильный у меня на одном номере. Это адрес Инстаграм. Аздо нижний хас. Аздо нижний хас. Понял. Значит, в Инстаграме тебя тоже там можно Да, посмотреть. Инстаграм, в Телеграм, ВКонтакте. То есть ты везде есть под этим Одноклассниках. адресом, да? Да. Понял. Давай тогда по порядку начнем. Вот. Это картина «Эклектика» от Хасана Аздоева. Данная картина – это резьба по коже, это все тейповые наши символики на башнях, которые… Это орнамент Ингушетии, это башни наши, бамбук, корпус из бамбука, украшения латунью. Это кожаное тиснение достопримечательности нашей республики, башенный комплекс Волнушки, выведен на коже путем тиснения. Ну и наши родовые башни еще. Да. И представителем рода, которого я являюсь, Аздоев, это башня, символ Аздоева, Да. и символ республики. Это боевой щит, сделан из местной породы бука, поп называют у нас. Он тестировался выстрелом из стрелы с 20-30 метров. Это полностью моя работа, обшит кожей. Есть металлические детали для защиты. Солярные знаки. здесь Солярные вот знаки вокруг, принадлежность воина, Аллана. Насколько я знаю, Хасан, извини, не по теме, вот у нас вот этого не было, чтобы отрезали вот эти уголки. У нас всегда У был нас вот такой да, круглый круглой щит. формы, потому что и наездник, и пешим, и он мог опрокинуть за спину, и на руке. Мы же поднимались наверх в горной местности, и он должен был быть удобным, чтобы обороняться и передвигаться. У нас не было армии, которая стоит, и так, потому что у нас численность маленькая была армии, и мы пользовались условиями окружающей среды. Мобильными отрядами. Конечно. Так, поехали. Это Доспехи. Это доспехи, нужно подчеркнуть, это доспехи лучника, пешего порядка и конной, верховой езды. Кожаные доспехи не сковывали движение во время верховой езды, поэтому они были очень востребованы. Использовалась кожа буйвола, наносились металлические нашивки, чтобы во время обстрела стрелами лучной стрельбы человек мог получить наименьшие раны. Ну, это я сделал как-то исторический переход от лучной стрельбы и пороховой. Это как бы, как говорится, коллаборация. Это Для стрел. Это наручники для рук. Да, да.
кряги называют. На руках. Защита. Да, защита рук. Это наколенники. Это шлем ингушский. Тут внизу была из войлока тонкая шляпка. И вот кожаная. Пойдемте дальше. Ох, какая красота. Вот это чисто ингушский вариант. Это резьба по коже. Весь Эту рисунок- резьбу по коже ты сам Да, делаешь? это моя работа. Я делаю и резьбу по коже, и занимаюсь и галантерейной продукцией, восстанавливаю вот исторические вот эти. Вот то же самое и на крягах знак ингушский, так же, как и здесь. И вот колчан для лука. Колчан можно пристегнуть на пояс и за спину тоже он очень удобно. Это материал собственного изобретения, вот из остатков кожи. Кожа молотая, кожа добавляются какие-то разные компоненты и создается вот образно Какая и красота. термос, бутылка термос, Какая обычная бутылка превращается. Это для любителей кофе, турка, такие вещи. Вот тоже из того же материала, но более чуть гибкого. Это картина, это вот на такой стойке удаленно не видно, но это очень кропотливая работа. Это называется в народе резьба по коже, Очень серьезная работа. в профессиональном Очень языке теснение по коже. Рисунок 3D, он в данный момент выпук Да. на 1,5-2 сантиметра упирает. Как-то так. Камера, к сожалению, не передает Да. красоту. Ну, это тоже резьба по коже, теснение, аллаймок. Это наш Солярный знак. солярный знак. Это мой бренд, упаковочная коробка, собственный бренд. Аздо Нижняя Терехас, Мануфактур Инк, ОЗ. Это наш головной убор. Фазик. Фазик называется. Жаль, что нету манекена, чтобы его показать. Сделан из натуральной кожи питона и велюр. Это работа по формовке кожи. Вот. Из натуральной кожи делаю разные изделия. То есть форму придаю коже. Пепельница. Там у нас герб, правильно? Да, вот герб. Это Герб для это- золота, там для мелких ключниц, чтобы Да, да, стол да, не да. царапал. Это Да. пепельница. И вот такие тоже тарелочки. Я работаю со всеми видами экзотической кожи. Все виды экзотической кожи у нас есть в наличии. Можно изготовить по фотографии любую вещь. Без лекала, без замеров. Это кожа скат, электрический скат. Очень такая серьезная работа. Тут видно, Да, как я да, загибал да, края. да. Это не каждый мастер, кто занимается Да. кожей, может подтвердить мои слова. Да. Эта кожа очень грубая, это жемчужный, это кость. Ее загнуть вот так, это... Ну, кто занимается, тот знает, о чем я говорю, этой работы. Дальше. Сумка. Ремни, кошельки, галантерейная продукция из разной кожи. Это питон, это скат, ремни из ската. Вот очень интересный ремень. Это из осетра. Рыбья кожа. рыбья Редко кожа. кто увидит вживую такие ремни. Вот. Переходит плавно в семгу. Так как рыба не такая, к сожалению, длинная, метровая, приходится вот как-то делать переходы, комбинировать. Вот мой логотип ОЗ. Да. Вот это скат. Это скат. Это скат. Вот питон, змея. И знак мастера. Змея. Представляешь, Да, как да, знак интересно. мастера. Вот семга. Интересно. Вот коричневый ремень. Это тоже семга. Ну, буйвол, питон. Такие красивые цвета. Вот этот морской лев, как его называют. Короткий мех, крокодил. Вот теснение, опять теснение по коже. Вот это мои рисунки. Вот тут наш ингушский орнамент, свастика, то есть символика Солярный, ингушская, солярный солярный знак. Вот это змея. Вот питон.
Ну, также головной убор. Это зебра. Зебра, паспортный чехол. Его надо, дорогие друзья, просто подержать в руке. Это что-то, такая прелесть. Сиамский крокодил. Сиамский крокодил. Сиамский крокодил. Настоящий сиамский крокодил. Вот здесь я объясняю для зрителей, вот это как бы комплект у него для паспорта, для айфона и для каких-то нужд. Ну, это рассчитано больше для девушки. Вот, дорогие друзья, у него есть свой бренд. Еще раз показываю. Здесь видно его телефон. Также здесь 8 адрес. 999 339 99 97. Аздо, Нижняя, Телехас на английском. Это его адрес в Инстаграме, в Телеграме. Телефон, который только что я показывал и продиктовал, это телефон, по которому вы можете связаться по WhatsApp или по мобильному и делать для себя заказы. И цены, я вам скажу, дорогие друзья, очень доступные, просто доступные. Давай для примера, чтобы было понятно. Вот это, Хасан, у нас... Вот эта сумочка из натуральной кожи питона. Тут сделаны специальные отделы для паспорта, для денег. Еще один отдел. Вот. Да. С тыльной стороны крокодил. Ремень тоже из питона. Это чистая кожа. 10 тысяч вот эта сумочка. Это чистая кожа, дорогие друзья. Кожа, Смотрите. итальянской выделки. Да, итальянский. Питон, Да. змея. Вот обычно вот такой ремень, чтобы купить, наверное, надо почти столько же отдать. А тут И ремень, и сумочка. все это вместе всего 10 тысяч. Поэтому это касается всей ценовой политики нашего брата. Имейте это в виду. Ну, кепки вот натуральной кожи питона. Тоже осень, весна. По 3000 они кепки такие. Да. И уни, и женские, и Вот мужские. смотрите, вот разные кепки. цвета. В общем, смотрите его в Инстаграме, в Телеграме. Вот змея натуральная. Это не крашеный питон. Змея. Все, Хасан. Далее, Удачи. это Бахл. Всем добра. Приезжайте в Ингушетию. Или звоните по телефону. Если позвонят по телефону, ты же можешь Отправляю отправить. по СДЭКу по всем почтовым адресам. Да, это Бахл. Вот еще интересная вещь. Вот. Это мозаика. Это кстати, собственный да. мой рисунок, который я... На коже. На коже, да. Вот можно показать, что однородная кожа, Да, что это да, одна да, и та да, же да, кожа. да, да, можно да, да, увидеть да, да. с изнанки, Да. с бахтармы. Да. Вот видите, я рисую на такой коже. Можно любой рисунок. Я еще художником являюсь. Хожу в Получается. ассоциацию художников Ингушетии. Член ассоциации художников Ингушетии. Вот тоже Оригинально. интересная вещь. Ремень с орнаментом. Да, Вот везде вот, орел, да. орел наш. Орел. Опять же орел. Да, орел, Орел, наш солярный знак. символика. Вот И дерево, древо, да. Дерево вот такое. Со смыслом. Со смыслом имеет. Смысл глубокий. Казалось бы, уважаемые зрители, казалось бы, поясной ремень. Обычный ремень. Смотрите, уважаемые зрители, вот смотрите. Солярный знак. Солярный знак. Это знак солнца, чтобы вы поняли. Те, кто не понимает, что такое солярный Солнце, знак, да. земли, и вот. Да. И вот везде присутствует вот наша национальная. Это же, Символ орла. да, вот все Свободного национальное, нашего да. народа. Свободно порхающий Помимо того, орел. что это очень красиво и очень оригинально, вот здесь практически во всех вот этих вещах, вот смотрите, даже, уважаемые зрители, смотрите, это не случайно зеленый цвет, это цвет ислама и цвет нашего флага. В какой-то степени он мне напоминает ингушский флаг. Орнамент. Орнамент, Ингушский весь да, наш. и орнамент И Аллай наш, Мох. да. Это значит Как- Ингушетия да, на, да. на ингушском. Да, это Ингушетия. Оригинально все просто. Вот меня вот интересует вот эта зебра. Земля. Я ничего подобного даже в магазинах не видел. Это короткий стриженный мех зебры. Я никогда такой не видел. А Вот деталь, любая вещь, которую вы сделали, помимо того, что это очень тонкая работа, очень серьезная работа, там очень много по истории. Откуда вот это все появилось? Вы учились на историка или это вам передалось от родителей? Вот откуда это все?
любовь к нашему ингушскому национальному истории, культуре и так далее. Я думаю, что патриотические чувства человека воспитываются с раннего детства родителями и окружающей средой, и учителями. В моем случае интерес к коже у меня появился в самом раннем возрасте. То есть, когда дети игрались, делали какие-то заточки из деревянных предметов, я занимался кожей, любил делать какие-то мелкие изделия. Ну, в то время не было никакого профессионализма. Со временем натачиваешь руки и становишься на ошибках, учишься и становишься каким-то мастером. А так, если по сути подумать, это все от Всевышнего Аллаха. Это дар какой-то человеку дается, он просто развивает его в себе, находит в себе его. Вы, я так понял, неплохо разбираетесь в нашей истории. Я стараюсь, хотя, к сожалению, не такой профессионализм у меня, не такие познания в истории, но хотелось бы в дальнейшем знать больше, все, что связано с нашей историей. Вот если есть у кого-нибудь из наших дорогих зрителей, почитателей какая-то информация, я был бы рад, если бы поделился по выделке кожи, по доспехам, по нашим боевым щитам. То, что я нашел, все, что я знаю, я перевел в эту кожу, в это дерево. Все, что мне досталось. С детства я слышал от стариков, сейчас общедоступно, вот, медийный, вот, интернет. Вот. Все, что я знаю, я пытаюсь запечатлить в коже или в дереве, или в каких-то вот деталях. Все, что... Вот застежка, вот, абсолютно недавно я только узнал, что такая застежка была только у ингушского народа. Вот фитингежи, вот Да. то, что у нас, помните, были, Да. это, оказывается, берется от этой застежки. Вот эта застежка. Это исторический момент. Я первый раз показываю эту застежку. Вот. Одна, вот это, ну, в застегнутом виде он вот так выглядит, видите? Кожа-то, она имеет свойство застопориться. Вот видите? Вот. И распутать легко. Распутать очень легко. То есть одна петля кожи, вот обычный полоска кожи, одна петля длиннее другой. Иначе не получится застегнуть ее. И вот через одну продевается, вот. Оригинально. Вот, все. И получается очень, ингушская застежка. да, и очень Ни надежно. у одного народа этой застежки нет. Это чисто ингушский вид застежки. Оригинально и просто. И надежно. Да, здесь не поспоришь. Все, Хасан. Даль это бахл. Всем добра. Приезжайте в Ингушетию. Или звоните по телефону. Если подзвонят по телефону, ты же можешь Отправляю отправить. по СДЭКу, по всем почтовым адресам. Даль это бахл. Аллах,